В эфире программа «Новости». Расскажем о главных событиях к этому часу. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. Тенденцию распространения коронавируса в малых селах отмечают в Якутии. Какие меры принимают власти? Бесплатное питание для младших классов и воздержание от праздничных мероприятий. Школьников и студентов с 1 сентября ждет ряд перемен в учебном процессе. Якутские мастера приняли участие в международном конкурсе кузнецов. Представители профессии отмечают рост интереса к своему делу. Начнем выпуск с последней информации по заболеваемости коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 44 случая заболевания COVID-19. Из них в Якутске 20, в Мирном 4, по 3 случая в Алданском, Нерюнгринском и Верхневилюйском районах, по 2 случая в Горном и Мегино-Кангаласском, а также единичные случаи в Нюрбинском, Оленёкском, Сунтарском, Татинском, Усть-Алданском, Хангаласском и Ленском районах. Санитарные службы выявили лиц, контактировавших с зараженными, и начали лечение больных. Такую информацию в ходе брифинга дала замруководителя оперативного штаба Ольга Балабкина. Она отметила, что в настоящее время беспокойство вызывает тенденция перехода и распространения вируса в малые населенные пункты. Сегодня в сети появилось обращение, которое написано жителями села Желенды, Оленёкского района. Я хочу, соответственно, еще достаточно официально и четко сказать, что на настоящий момент ситуация находится под контролем. Есть там и соответствующая медицинская бригада, и Оленёкское первичное звено Центральной районной больницы оснащено всем необходимым для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Органы исполнительной власти региона обеспечат безопасное проведение 1 сентября. По словам Ольги Балабкиной, на сегодня больше всего вопросов вызывает обучение в вузах. Четкая позиция на этот счет пока есть только у Северо-Восточного федерального университета. В сентябре обучаться очно будут только первокурсники, а студенты других курсов заслушают лекции дистанционно. Ко мне уже буквально в субботу, в пятницу был ряд обращений от студентов. Некоторые из них говорят, готовят обращения для того, чтобы начать очное обучение. Давайте проявим немного терпения, посмотрим, как у нас пройдет сентябрь, а соответственно в сентябре отучимся дистанционно, для того, чтобы в последующем у нас не было достаточно больших вспышек заболеваний. Студенты, в отличие от детей, они уже все равно относятся к категории взрослых, и сложно сказать, что во всех случаях у них заболевание проходит бессимптомно. Уже есть определенного рода более серьезное течение заболеваний как таковое. Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации студентам, в отличие от детей, рекомендовано находиться в вузах в масках. Теперь о пожарной обстановке. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действует 52 природных очага. На общей площади, пройденной огнем, почти 92 тысячи гектаров. Активного горения менее 140 гектаров. За сутки возникло 6 и ликвидировано 9 пожаров. На тушение привлекалось 462 человека и 69 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется на территориях Кобяйского, Мирнинского, Тампонского и Усть-Алданского районов, где зарегистрировано 24 очага. МЧС России, в свою очередь, сообщает об ожидаемой задымленности в 28 населенных пунктах Якутии. Такие прогнозы связаны с отсутствием осадков и сохранением северного, северо-восточного ветров с усилением до 5-10 метров в секунду. Задымление ожидают на территории города Якутска, Намского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Татинского и Усть-Алданского районов, говорится в сообщении. Бесплатное питание для учеников младших классов, внедрение новой образовательной составляющей и временное воздержание от праздничных мероприятий. С 1 сентября вступают в силу сразу несколько документов, которые повлияют на жизнь детей и подростков. Так, учащиеся младших классов большинства российских школ начнут каждый день получать бесплатные завтраки, если они учатся в первую смену, или обеды, если во вторую. Кроме того, Роспотребнадзор и Минпросвещение порекомендовали учебным заведениям не устраивать массовые мероприятия, а факультативы проводить онлайн.
Пускать в библиотеку, спортзал и актовый зал одновременно будут только один класс. А в столовую дети станут ходить по специальному расписанию. Что касается масок, их будут обязаны носить только сотрудники столовых. Ни к детям, ни к педагогам это требование не предъявляется. На что пандемия точно не повлияла, так это на необходимость покупки школьной формы и других принадлежностей. О том, сколько стоит собрать школьника к 1 сентября, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Форма, рюкзаки и тетради, ручки, пеналы и много других необходимых для учебы предметов необходимо купить родителям школьников. Традиционно в последние дни августа они отправляются на школьную ярмарку, где можно купить все и сразу. Подготовка ребенка к школе – мероприятие затратное. У каждой школы есть свой регламент по одежде. То есть кто-то берет пиджаки, кто-то пиджаки не берет, на мальчиков. Но в среднем я бы сказал так, что ребенка можно одеть у нас около 3-3,5 тысяч. Это, можно сказать, под ключ. Это будет там жилет, брюки и, к примеру, рубашка. Либо сорочка, либо блузка на девочку. Причем, для мальчиков и для девочек, цены там примерно одинаковые. Прибавьте к этому спортивную форму, канцелярские товары, рюкзак и обувь. Получается солидная нагрузка на семейный бюджет. Но многим родителям в этом вопросе помогли так называемые президентские выплаты. Сын в 1 класс пойдет, и нам очень-очень помогли путинские выплаты. Эти деньги мы смогли купить костюм, спортивный костюм, сумки и канцтовары. То, что выплаты дал Путин, мы оставляли на 1 сентября. И эти деньги сейчас все мы потратили. В этом году из-за пандемии школьная ярмарка открылась на 10 дней позже, чем обычно. Поэтому, особенно в последние дни, там наблюдается ажиотаж и большое количество посетителей. Но все продавцы соблюдают санитарные правила, и посетителей просят не заходить в павильоны без защитных масок. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Прием документов на обучение детей завершен в Арктической школе в Якутске. С 1 сентября она начнет работу в очной форме. О том, какие особенности ждут учеников, расскажет Ульяна Шагина. Она на прямой связи со студией. Ульяна, ждем подробностей. Василий, добрый день. Мы сейчас находимся на территории одной из уникальных школ в республике, международной арктической школы. Мы сегодня поговорили с педагогами и с руководством школы и узнали о том, какое здесь будет проходить обучение, чему здесь будут обучаться дети и в чем в целом уникальность этой школы. В этом году здесь поступило 180 детей, хотя школа рассчитана на 220 мест. Здесь будут обучаться в этом году 7, 8 и 10 классы. Вопросов от родителей про уникальность образования до сих пор поступает в нашу редакцию огромное количество. Оно и понятно. Напомним, что курс здесь будет сделан, конечно же, на изучение английского языка. В перспективе на этом языке здесь будут проводиться все предметы. Кроме того, здесь можно будет выбрать в качестве дополнительного образования европейские языки, такие как немецкий, французский, и, конечно же, восточный, китайский, японский, корейский, и, конечно же, родные языки – якутский, эвенский и эвенкийский. К слову, отмечу, что самыми популярными, кроме английского, в этом году здесь заявлены такие языки, как китайский и якутский языки. И рядом со мной сейчас находится директор школы Сардана Степановна Татаринова. Сардана Степановна, добрый день. Добрый день, Ульяна. Расскажите, пожалуйста, какие предметы здесь будут обучаться и в целом, насколько сложно здесь проходил отбор, потому что ранее говорилось, что не только для учеников, но и для преподавателей здесь будет достаточно жесткий отбор для того, чтобы отвечать всем требованиям, которые здесь в вашей международной арктической школе заявлены. Спасибо за... начнем мы, конечно, с российского стандарта. Все равно федеральный государственный образовательный стандарт. Все предметы мы будем в школе нашей изучать и готовиться к тому, чтобы внедрить международный бакалавриат, то есть обучение на английском языке. И, конечно, у нас, кроме углубленного изучения английского языка, будет профильное обучение, профиль гуманитарный, естественно, научный, физико-математический и профиль очень популярный – это математика и информационные технологии. На отбор заявлений поступило более 800
конкурс был очень тяжелый. Количество обучающихся исходило из рекомендаций Роспотребнадзора и площади учебных кабинетов. 2,5 квадратных метра на ученика, чтобы расстояние было между ними. Поэтому классы мы набирали очень небольшие, от 12 до 15 человек. Все конкурсные испытания достаточно сложные были, но учитывались и достижения обучающихся, и собеседование проводилось, и экзамены, 3 экзамена. И в результате вот мы набрали 185 детей. Но я хочу сказать, уважаемые родители, Международная арктическая школа – это республиканская школа. Мы подчиняемся Министерству образования и науки и выполняем задачи, конечно, те, которые поставила перед нами республика. В стратегии социально-экономического развития арктической зоны, которую утвердил глава республики Асен Сергеевич Николаев, есть проект «Международная арктическая школа». И наша главная задача – это стать центром современного дистанционного образования, чтобы доступ к современному образованию имели не только учащиеся нашей школы, но и дети, независимо от того, где они проживают в нашей республике. Мы должны стать головной организацией республиканской по реализации международных программ, по изучению арктической зоны, по внедрению проектной научно-исследовательской деятельности вот как раз в сфере изучения Арктики, чтобы наши дети хорошо знали родной язык, родную культуру, специфику арктической зоны, были конкурентоспособны на международном уровне и готовы были все свои таланты именно принести на пользу республики. Отбор действительно был очень напряженный, тем не менее в процентном соотношении сколько детей в этом году будут обучаться из ЛУСов республики, ну и, соответственно, из столиц? 1/3 детей из поступивших – это из муниципальных районов республики, в том числе из арктических УЛУСов. Они будут проживать в интернате нашем, который находится рядом, в помещении лагеря «Сосновый Бор», который все знают. Мы находимся вот в Сосновом Бору, тоже в оздоровительной атмосфере соснового воздуха. Ну, площади действительно впечатляют, да, 7 тысяч квадратных метров, обширные большие классы, здесь у вас представлены и бассейн, и планетарий. Кроме того, что еще тут будет интересного, что отличает международную школу от обычной общеобразовательной? Вообще сам подход к самому зданию, которое проектировалось, это подход к тому, чтобы образование было единым, комплексным. И поэтому здесь ребенок может, не выходя из здания, получить и общее образование, и дополнительное. Поэтому, как вы сказали, очень большой спортивный блок, и спортивные площадки уличные, и внутри, и очень большой творческий блок для студий всевозможных творческих, и научный блок для лабораторий по физике, химии, биологии и вот планетарий, включая тоже это. И языковое образование, конечно, языковой центр, очень много небольших кабинетов для изучения иностранных языков. Ну, мы прошлись уже по школе. Стоит отметить, что практически школа уже готова. Сейчас проходит завершающий подготовительный этап. Ну и, конечно же, в связи с карантинными мероприятиями, да, насколько здесь будет строго школа будет отвечать всем требованиям Роспотребнадзора? Мы как новое учреждение, рассчитывая вот как раз на очное обучение, постарались выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, и поэтому мы имеем право обучать по первой модели Министерства образования и науки Республики Саха очно наших детей. Конечно, мы беспокоимся, поскольку у нас дети будут и в интернате жить, и в школе, и вирусная инфекция – это такая инфекция, от которой никто не застрахован, поэтому мы очень жестко подходим к выполнению всех ограничений, к выполнению всех санитарных правил. Светлана Степановна, спасибо большое, что разъяснили, объяснили. Ну, а я отмечу, что более подробно о том, какие предметы здесь будут проходить, чему здесь будут обучаться ученики, можете увидеть в вечерних выпусках наших новостей. Василий, у меня все. Это была наш корреспондент Ульяна Шагина с информацией о предстоящей работе арктической школы в Якутске. Ульяна, спасибо. Якутские мастера приняли участие в международном конкурсе кузнецкого дела. Организатором выступила Международная ассоциация Ирландии.
Мероприятие прошло в онлайн-режиме и объединило участников из 12 стран мира. Честь Якутии представили кузнецы из Якутска, Намцев, Сунтар, Нюрбы и Вилюйска. Главная задача мероприятия является возрождение этого вида промысла. А вот якутские мастера говорят, что в последнее время их дело в нашем регионе возрождается довольно активно. Сегодня благодаря добыче и обработке якутской железной руды создают хомусы, якутские ножи и многое другое. Сыродунной печи получается так называемое кричное железо. Сама по себе заготовка, она очень ценная. Так, потому что полученное железо таким образом очень хорошо куется, и за ним очень большой спрос имеется у мастеров, которые занимаются художественной ковкой. Ну, например, металл, который получен, допустим, промышленным способом, он не так хорошо куется. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.